Рязинский реликтовый национальный парк – один из самых посещаемых туристами мест в Абхазии. Разнообразные экскурсионные маршруты и живописные виды не оставляют равнодушными гостей заповедника. Здесь всегда много людей, но, по словам директора парка Адама Рабагателия, последние 2 года стали рекордными. Этот сезон за 9 месяцев, конечно, он незначительно, но отстает от 2021 года, но также и превышает все остальные годы до 2021 года. Я эти оба года не отделяю друг от друга, я эти оба года считаю рекордными. Вот за 9 месяцев Рязинский парк посетило 583 тысячи туристов на 1 октября. Это составило 371 миллион рублей. Валовый доход за 9 месяцев составил 385 миллионов рублей. Туристы заплатили 371, но у нас же еще предприниматели наверху, они платят налоги, пансионат Аватхара, вот около 14 миллионов оттуда доходы. И это составило 385 миллионов рублей. Валовый доход за 9 месяцев. Из них бюджетные платежи 76 миллионов рублей. Внебюджетные платежи. Все говорится на 1 октября за 9 месяцев. Внебюджетные платежи 12 миллионов рублей. Безвозмездная помощь в бюджет Гудаутского района 54 миллиона рублей за 9 месяцев. И так далее, и так далее. Вот 174 миллиона рублей в виде налогов уже выплачено за 9 месяцев. Далее. Вложение в парк 47 миллионов рублей. В этом году в заповеднике отремонтировали дорожное покрытие. На новый асфальт потратили 31 миллион рублей. 9,5 миллионов было уплачено за ремонт дороги на 8-м километре Бзыбского ущелья, который не является территорией парка. На нанесение дорожных разметок потрачено 785 тысяч рублей. Сейчас к завершению идет строительство мини-гидроэлектростанции в Аватхаре. На эти цели потрачено 6 миллионов рублей. ГЭС будет обслуживать пансионат Аватхара. В летний период 95%, которые отдыхают, это наши граждане. И мы хотим там условия создать нормальные. Мы тратим на дизтопливо для обеспечения электроэнергии до 15 тонн, обеспечивая электроэнергией 4 часа всего в сутки. Этот мини-ГЭС введем в эксплуатацию, там будет круглосуточная электроэнергия. Также в расходы парка вошла покраска перил и мостов, ремонт ограждения на 29-м километре, посадка самшита, расчистка и расширение дороги, благоустройство детской площадки в районе пансионата Аватхара, а также приобретение спецтехники. Немалые средства уходят и на ГСМ. В летний период ежедневно до 15 тонн мусора спускаем на Гагарский полигон. До Голубого озера концентрируется мусор наверху, за озером, на территории ГЭСа. И до 15 тонн прессованного мусора почти каждый день спускаем в летний период. Расходы какие на это? По ГСМу и по зарплате, конечно, расходы большие. На каждом лесничестве у нас стоят дома кордона лесников. Как вы знаете, мы запрещаем на территории парка охоту. Рыболовство разрешено удочкой, исключительно удочкой, и то в период нереста самой рыбы, и это запрещено. Чтобы это все под режимом держать, это надо инспекторов одевать, обувать, дежурить, патрулировать. И у нас круглосуточное дежурство на каждом лесничестве. Часть доходов также идет на зарплату сотрудников заповедника. Здесь работают более 160 специалистов. Среди них немало молодежи. Функционируют различные отделы лесного хозяйства, науки, механики, бухгалтерии, энерго- и водоснабжения, по туризму и экскурсиям, правовой и кадровый отделы. Здесь очень много молодежи и вообще очень количество
большое. Порядка 160 человек, работников национального парка. В заповеднике в районе Каменного Мешка планируется строительство нового санузла, благоустройство площадки на набережной озера Рица. А к перечню маршрутов добавится еще один объект. В Кучбаяхтинском лесничестве обнаружено, это давно обнаружено, но хотим открыть новую пещеру для посещения. Естественно, мы будем ограничивать количество туристов. И там будет не так, как турист сам захотел, поехал. Нет, мы будем доставлять самих туристов за определенную оплату за доставку, транспортные расходы. Но само посещение также будет бесплатное. К концу года мы надеемся открыть и этот новый маршрут. И это, естественно, имеет определенные расходы. Но Рыцинский парк должен развиваться. Мы считаем это правильным. И дальше будем так двигаться. В начале 2022 года Рицинский заповедник в качестве финансовой поддержки перечислил в бюджет Кварчалского района 10 миллионов рублей. Это было разовой акцией в начале года, 2022 года. Мы перечислили в бюджет Кварчала 10 миллионов рублей. Теперь мы знаем, что готовится проект, что от Рыцинского парка в бюджеты Очимчиры и Кварчала по 50 рублей с каждого реализованного билета. Существует мнение, или так говорят, вот, что вот работают, и деньги как-то не в то русло идут. Что по этому поводу можете сказать? Что я могу по этому вопросу сказать? Как не в то русло идут? Мы же готовы, мы же с вами общаемся. Вот они все наши приходы, доходы, расходы, куда чего направляется. Также мы готовы показать любому. Кстати, вот весь август КПП было под контролем СГБ, ОБЭП. В данное время нашу организацию проверяет контрольная палата. Я убежден, и здесь все будет нормально. Говорить можно все, что угодно. А мы готовы к диалогу. Наша работа очевидна, все, что сделано, очевидно, все на месте, все хозяйственные работы, тоже покрытие асфальтобетонное, те же навесы, тот же ГЭС, все там. Это же расходы. Еще 10 миллионов рублей в начале года были перечислены Ткварчалскому району из доходов Новоафонской пещеры. Сегодня на перечисленные суммы в Ткварчале идет реконструкция и строительство рынка. Работы начались в 2017 году, однако из-за прекращения финансирования были приостановлены. В 2022 году, благодаря финансовой помощи Рыцинского национального парка и Новоафонской пещеры, администрация Ткварчальского района получила 20 миллионов рублей на продолжение работ по реконструкции Ткварчальского районного рынка, за что мы очень благодарны руководству Рыцинского парка и Новоафонской пещере. В данное время ведутся работы по первому этапу реконструкции рынка. Всего по проектно-сметной документации предусмотрено на реконструкцию рынка 20 миллионов 838 тысяч рублей. В настоящее время профинансировано и выполнена работа на сумму 5 миллионов 791 тысяча рублей. Подрядчиком является госкомпания «Абхазстрой». Работы продолжаются. Окончание работ по контракту предусмотрено 31 декабря 2022 года. По предыдущему проекту предусматривался один общий рынок под одной крышей и внутри с торговыми павильонами. По новому проекту рынок будет полностью закрытый. Поэтому в проектно-сметной документации произошли изменения и в самом проекте тоже. И, соответственно, стоимость проекта, естественно, увеличилась.
Новоафонская пещера также является одним из самых посещаемых объектов в республике. За аналогичный период прошлого года ее посетили более 400 тысяч человек. Доходы составили более 202 миллионов рублей. На сегодняшний день этого года 373 тысячи человек, и сумма составляет 254 миллиона 665 тысяч. В бюджеты Гудаута и Афона за этот год от объекта было перечислено 36 миллионов рублей. Деньги мы, которые зарабатываем по продаже билетов и остальных услуг, они попадают, значит, расходуются, они идут на зарплату сотрудников, на все платежи, которые существуют в законодательстве Абхазии, они все платежи туда идут. Бюджетные фонды, Да, все эти люди туда идут. Плюс мы оказываем, она называется материальной помощью Гудаутскому району и Афону 100 рублей с каждого реализованного взрослого билета. С 2004 года, где-то вот с тех времен, идет, тогда было 50 рублей, одно время даже в начале было 25 рублей, если не ошибаюсь, потом 50 было и 100 рублей. В пещере планируется ремонт железной дороги. Кроме того, хотят поменять фасад здания, благоустроить площадку перед объектом, поменять тротуары, построить еще одну парковку. Вот так выглядит проект. Большие планы по фасаду и по площади, по которой вы только поднялись. Есть уже сметы готовые, находятся в разработке, находятся уже в экспертизе. И плюс мы хотим полностью подготовиться до мелочей, как говорится, до гвоздика. Все, что сможем пока приобретать, складировать, и уже когда все будет готово, и дать марш. Сейчас рассматривается возможность отчисления определенных процентов в бюджеты Очимчирского и Ткварчалского районов от реализации билетов в Рицинский заповедник и Новоафонскую пещеру. Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.